Много прозвучало разных оценок этой идеи создания консультативного органа, от госизмены до того, что теперь наши европейские партнеры, у них не будет мотивов для продления санкций, потому что Россия как бы выводится из субъекта конфликта в какого-то там стороннего наблюдателя, который будет просто контролировать ситуацию. Вот на ваше мнение, что это? Я считаю, что это крайне неаккуратное действие, которое, в принципе, лежит в общем направлении минских переговоров в процессе, а выделяется именно в ту сторону, что создается какая-то специальная структура для решения каких-то специфических вопросов, относящихся, видимо, к, скажем так, каким-то аспектам деоккупации Донбасса. Я считаю, что сделано это было крайне неаккуратно, потому что предсказать такую реакцию на такой документ было достаточно легко. Ожидать, что документ останется секретным, я считаю, это было бы очень самонадеянно, и это, естественно, не произошло. И мы в очередной раз получили повод говорить о том, что администрация президента, офис президента, простите, и господин Ермак, и трехсторонняя группа, они в значительной степени игнорируют и общественный резонанс того, что они делают, и все остальное. Говорить об измене, я думаю, что если для этого будут основания, будут прокуроры. Я уже читал отзывы некоторых депутатов от «Слуги народа», которые тоже высказывают озабоченность тем, что это происходит. Группа 20, да, там 20 подписей. По-моему, Богдан Еременко. Да, и они, в общем, вполне правы. Если такие вещи вызывают значительный резонанс, они так или иначе должны учитываться в политической работе. Если они не учитываются, это неаккуратность, недоработка, как минимум. Как говорится, это не преступление, это хуже, это ошибка. А можно ли доверять Андрею Ермаку, который говорит, что там не идет речь ни о признании, ни о создании какого-то правового поля для этих представителей? Скажем так, с точки зрения Ермака это действительно так. С точки зрения наших противников, оппонентов, это может быть совершенно иначе. Потому что они читают не то, что написано, а то, что они хотят прочитать. И когда они читают представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, они имеют в виду, вполне допускаю, они имеют в виду именно оккупационные, то, что мы называем оккупационными администрациями. Но там есть такое уточнение, для которого я так галочку поставил: отдельные районы Луганской и Донецкой области Украины. То есть это все происходит как бы в контексте украинского политического поля, законодательства. И вот само это противоречие, то, что речь идет о территориях, которые временно выведены из украинского поля политического и в то же время как бы считаются находящимися в нем, вот этим документом, это противоречие тоже требует объяснений, которые я не получил.